Альтернативные пути лечения, а главное профилактики коронавирусной инфекции, герудотерапия или лечение пиявками снова обрели популярность. Улучшение энергетического, а главное общего иммунного статуса – это подтвержденный эффект лечения пиявками. В их слюне содержится около 150 биологически активного компонента. Пиявками лечат болезни сосудов, варикоз, простатит, артриты, ожирение, остеохондроз и гипертонию. Также с их помощью эффективно снижают уровень холестерина в крови. А сегодня, в нелегкий период ковид-пандемии, как оказалось, герудотерапия снова переживает необычайный спрос. Основным патогенезом ковидных осложнений является тромбоз, закупорка мелких сосудов, фиброз легких. Почему умирают пациенты? Потому что они бывают залечены, даже от препаратов кровь тоже сгущается. А что делает пиявка? Она разгружает кровоток, она снимает вот эти все тромбозы, растворяет. Это доказано научно. У меня подруга врач-узист в онкологии, она занимается тоже сама герудотерапией, и она, как врач-узист на уровне вазомоторум, она уже даже смотрела на УЗИ пациента своего и после, как тромбоз просто растворяется, как сахар. Жизненный цикл пиявки невелик. После укуса она отдает все содержимые в слюне ферменты. И сразу после процедуры пиявку утилизируют. Так, пиявки прилетают с герудофабрики. Это научно-производственная фирма Геруда, которая работает с 80-х годов. Пиявки лицензированные, сертификат качества имеется. То есть пиявки прилетают оптом. Так как они одноразовые, мы используем только один раз. Потом они утилизируются. Вот пиявочки достаются из баночки, кладутся в шприц. Иммуномоделирующий эффект пиявки давно не дает покоя ученым. Специалисты пытаются получить препарат, который содержал бы такие же ферменты, что имеет слюна пиявки. Однако безуспешно. Заменить герудотерапию лекарственными препаратами пока невозможно. Значит, пиявка кусает, впрыскивает слюну, разжижает кровь, дренирует плохую кровь, то есть выводит белковый мусор. То есть вот эти вредные лейкоциты, вот то, что слиплись, да, они выходят, и плюс питание идет. И приток вот этих питательных веществ. Вот в герудине есть очень много аминокислот полезных, в том числе и те, которые нужны, жизненно важны для нашей жизнедеятельности. Сейчас вот в Санкт-Петербурге на кафедре герудотерапии хотят воссоздать слюну пиявки, но не могут, потому что пиявку подделать нельзя. Она такая, какая она есть. Сейчас бич 21 века – это гиподинамия, малоподвижный образ жизни. То есть люди сидят за компьютером в офисах, мы меньше стали двигаться. Поэтому сейчас очень распространенное заболевание – это остеохондроз. Остеохондроз, значит, не обязательно остеохондроз, даже вот мы сидим, и что происходит с организмом? У нас происходит застой, то есть нарушается круг кровообращения. Малоподвижный образ жизни приводит к застою лимфы, межклеточной жидкости. Человек сидит в одной позе, да, за компьютером. Хоть и прогресс сейчас, но движение – это вот основной фактор, который должен решить эту проблему. Также решает эту проблему герудотерапия. Вот пиявочка у нас в шприце. Значит, пиявочку мы насаживаем строго по акупунктурным точкам. Вот в данном случае на шейный отдел, на уровне холки, 7-й позвонок. Мария Иванова по образованию психолог. Своих пациентов лечит комплексно. Помимо герудотерапии, она занимается китайской традиционной медициной и лечебным массажем. Во время сеанса пациент получает беседу с психологом, массаж, иглоукалывание и в завершение лечение пиявками. Пациентка Клара Ючугяева, сходив однажды, стала постоянным гостем. Ее поразил скорый лечебный эффект. Головная боль, спина немножко, иногда побаливает. Прохожу процедуру и сразу все отпускает. И ощущаю, что после пиявок облегчение, головная боль она проходит, спина уже
становится, ну, уже очень комфортно мне становится, да, вообще. И вообще такое ощущение, что мне вообще вот после пиявок как будто я заново родилась, да, вот. Противопоказана герудотерапия людям с онкологическими заболеваниями СПИДом. Нежелательно ставить пиявки беременным и кормящим мамам. Пиявки также очень разборчивы. Они не терпят резких запахов. На их работу влияют погода и даже настроение самой пиявки. Если же оно позитивное, то вместе со слюной животное передает пациенту и эндорфины – гормоны радости. Новые реалии изменили обычный расклад жизни всем. Проблема малоподвижности сейчас актуальна и у детей. Родители школьников не первый год тревожатся из-за последствий дистанционного обучения. Жители республики оставляют жалобы и обращения о растянувшейся дистанционке в госуслугах и соцсетях. Екатерина Кузьмина, мама пятиклассницы Эвелины, с начала пандемии всерьез озаботилась здоровьем дочери-школьницы. Актированные дни, а теперь еще и продолжительные периоды карантина с переходом в среднее звено дочь стала еще больше времени проводить за монитором. Чтобы снизить нагрузку на зрение и спину, Екатерина приобрела для ребенка ортопедический стул и антибликовые компьютерные очки. Но тревога за здоровье дочери остается, ведь дополнительные занятия тоже перешли в онлайн-формат. Я не согласна с таким обучением, потому что ребенок сидит практически постоянно за телефоном, за ноутбуком, за планшетом. То есть с 9 и до примерно? Ну, до вечера. До Потому что вечера. потом у нас начинается еще дополнительные занятия, это танцы, и у нас тоже проводится это удаленно. Это вечером с 6:30 до 8:30. Я боюсь за ее зрения, потому что в прошлом году за длительного, продолжительного времени дистанционного обучения ребенок сидел постоянно практически. Сейчас я пытаюсь это ограничить, чтобы был какой-то промежуток, чтобы она отдыхала. Но все равно это сложно очень. Я все жду, когда школа откроется, чтобы она вошла в школу. В любом случае, даже тут просто общение с детьми, это как-то влияет на человека. И сидит замкнутый уже и с утра не хочет ни с кем разговаривать, это как-то сложно. Хватает общения с детьми, там, с подружками? Да, Есть не такое? бывает такое. Мгм. Скучно. А все ли темы понимаешь? Вот как-то, мне кажется, тяжело без преподавателя самой вот так сидеть и разбираться, допустим. Да, иногда такое бывает. Как справляешься? Я читаю все, что нам говорят. Параграфы читать. В учебнике написано объяснение, и ты понимаешь потом. Мгм. Но сложнее, да, наверное, Ну, чем когда в сложнее. школу ходила? М. Мгм. Ну а так хочешь вернуться вообще к обычной жизни, в школу? Да, Мгм. встретиться с подругами, Да, конечно, вкусные столовки. действительно. Специалисты подтверждают, урон подрастающему организму наносится и при этом комплексно. Так, ухудшение зрения у детей и подростков напрямую связано с проблемами позвоночника и нарушением осанки. А все это негативно сказывается на кровоснабжении мозга. Могу сказать, что важную роль играет не только вот то, что они сидят все время за компьютером, а еще что они мало находятся на улице, на свежем воздухе. Соответственно, они целыми днями в помещении закрытом, где вентиляция плохо работает. Соответственно, у них идет нехватка кислорода, да, гипоксические состояния, усугубляется дефицитные состояния, витаминов не хватает. Из-за малого подвижного образа жизни у них не только позвоночник страдает, но и внутренние органы. То есть из-за малоподвижного образа жизни у них нарушается работа желудочно-кишечного тракта, соответственно, нарушается пищеварение, усвоение витаминов и все остальное. Санитарные правила и нормы гласят, что учащимся 1 и 2 класса можно проводить за компьютером 1 час в день. В 3-4 классе 80-90 минут. С 5 по 11 классы от 1,5 до 2 часов с регулярными перерывами. Чтобы минимизировать вред организму, врачи советуют в перерывах между занятиями проводить комплекс простых, но эффективных упражнений, который поможет снять неизбежный спазм мышц и наладить кровообращение. Есть 3 основные правила, которые нужно соблюдать, когда вы делаете в домашних условиях упражнения. Первое – это держать голову прямо. Она должна быть продолжением спины. Второе – обязательно дышать. Не забывать во время упражнений делать вдох-выдох. И третье, конечно, это не количество, которое вы должны сделать, а качество. Вы должны делать его медленно, чтобы почувствовать свои мышцы. Так, первое упражнение мы начинаем всегда с головы.
делаем наклон вперед, при этом пытаемся подбородком коснуться груди. Для этого вы должны почувствовать натяжение на шее. Делаем такие упражнения 10 раз, медленно. Так, такие 10 раз выполнили. Обязательно делаем вдох-выдох. Когда вы делаете наклон вперед, вы должны прочувствовать именно вот мышцы шеи. Так, второе упражнение – это поворот в сторону. При этом натяжение также шейных мышц. Тоже не забываем делать вдох-выдох. Такие повороты 10 раз. Теперь третье упражнение – это наклон на 45 градусов. Наклоняйте. Акцент на эти мышцы на 45 градусов. Не забываем вдох, выдох. Так, следующее упражнение у нас получается: поворачиваем голову в сторону и смотрим вверх. Медленно поворачиваем вправо, поднимаем голову. Тоже чувствуем натяжение мышц. Теперь следующее упражнение у нас будет на лопатки и на плечевые суставы. Ладони смотрят вперед, и вы делаете движением вперед к плечевым суставам, при этом ладони поворачиваются на обратной стороны и выпрямляемся. Делаем. Когда вы делаете наклон вперед, то есть поворот вперед, вы должны округлить грудной отдел позвоночника, то есть прочувствовать, как будто вы сгибаетесь, как кошечка. Вот. И таким образом. Так, следующее упражнение это будет на расслабление именно мышц воротниковой области. Ладони смотрят вниз, поднимаем плечи, и когда опускаем, пытаемся дотянуться ладонями пола, да? Максимально продавливаем вниз. Поднимаем, опускаем. Вдохнули, выдохнули. Делаем каждое упражнение 10 раз. Так, следующее простое упражнение. Смотрит ладони вперед, руки на уровне плеч и разводим руки в сторону. Максимально, сколько вы сможете. Так, делаем тоже 10 раз. При этом не забываем, что голова всегда должна быть прямо смотреть. Так. И следующее простое упражнение. Также ладони смотрят вперед и поднимаем руки вверх. Вот. Упражнение вверх. Так. Следующее упражнение, которое простое, это упражнение, которое заставит вас растянуться всей мышцы спины. Делаем руками вот так. Садимся вперед и наклоняемся вниз. При этом голова не должна опускаться и не подниматься. Оно продолжение вашей спины. И максимально наклоняемся вперед, не забывая при этом вдох-выдох. И прочувствовали всю спину. Делаем такие простые упражнения 10 раз, и у вас немножко спазм снимет, конечно. Есть простое правило, это каждые 30 минут, 30-40 минут нужно встать и что-то сделать. Например, вы можете стакан с водой поставить чуть подальше, и каждые 30-40 минут просто вставать, делать глоток. Такие простые можно рекомендации дать. Снять усталость глаз эффективно поможет также комплекс специальной гимнастики. Наверх, влево, вниз, направо. Закрываем, фокусируем зрение. Закрываем, смотрим вдаль. Впрочем, некоторые специалисты находят в дистанционном обучении и положительные моменты. Это доступность обучения юных жителей удаленных районов и маломобильных учащихся. Однако для правильной организации онлайн-обучения требуется помощь родителей, а также повышение квалификации преподавателей. Педагогам также не стоит забывать, что у школьников есть помимо учебы дополнительные занятия. Как мы убедились, профилактика весьма действенна. Прибегая к народной медицине, выполняя эффективные гимнастические упражнения в наше непростое время, все же можно и нужно сохранять оптимистический настрой и хорошую физическую форму.